А между тем, республиканский онкологический диспансер сменил адрес, ведь до недавнего времени он в течение 29 лет был вынужден работать в неприспособленном здании бывшего общежития на улице Свердлова 3/2. А у нас этой радостной новостью поделятся наши гости, кандидаты медицинских наук Лена Николаевна Афанасьева, главный врач Якутского республиканского онкологического диспансера. Доброе утро. И Феодосия Гавриловна Иванова. Она является заведующей отделением химиотерапии Якутского республиканского онкологического диспансера, главный внештатный онколог Минздрава Республики. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, Лена Николаевна, вот переезд онкодиспансера состоялся вот буквально недавно, да? Что это дало пациентам? Ну, действительно, у нас произошло очень такое главное событие, можно сказать, историческое для наших пациентов, для всего нашего коллектива. Решением главы дано поручение Александра Сергеевича предоставить для временного размещения здания Якутской городской клинической больницы, городской роддом для размещения онкологического диспансера. Но хочется сказать, что мы переехали очень дружно, очень в кратчайшие сроки, переехали всем составом, все наши службы, начиная со стационара 130 коек, да, поликлиника и лабораторные службы. При этом, конечно, мы переехали в одно здание, это очень удобно, в первую очередь для пациентов. Мы располагаемся теперь на Стадухина 81, корпус 1. И хочется сказать, что это помещение, здание очень хорошее, оно типовое, с широкими коридорами, с просторными палатами, операционными. Есть лифты, то, что необходимо для нас, грузовые лифты, пассажирские. Конечно, в этих условиях мы только мечтали. И прежнее здание, оно не соответствовало никаким нормам. И здорово, что переехали. И, конечно же, мы все это понимаем. Наш коллектив, наши пациенты выражают огромную благодарность Александру Сергеевичу за такое грамотное, мудрое решение. И, конечно, вице-премьеру Ольге Валерьевне Балабкиной, Елене Ефраимовне, нашему министру Борисовой, и Николаю Николаевичу Васильеву за понимание его коллективу, потому что мы понимаем, что заняли территорию Якутской городской клинической больницы. И хочется сказать, что вот по переезду и вообще по размещению мы переехали в очень короткое время, и это никак не повлияло на режим работы нашей службы. Да? Мы работаем, как работали, так и работаем в штатном режиме. В принципе, ничего не изменилось, кроме адреса нашего. И хочется сказать, что если, допустим, есть, допустим, выявление какого-то пациентов, да, или подозрение на онкологическое заболевание, то по стандартному направлению отправляется в онкологический диспансер в соответствии с приказом Минздрава. Это все делается по защищенному каналу, отправляются все данные. А вот кто должен отправлять? Отправляют либо те люди, которые ответственны по онкологии, это в первичных онкологических кабинетах онкологи. То есть это поликлиника? Либо, да, это поликлиника, либо врачи, которые, в общем-то, имеют право направить пациентов. Допустим, семейные врачи, врачи общей Обязательно, практики. обязательно, конечно. Там, где отсутствует это все, вот единственное, что это все делается по защищенному каналу. И в определенную дату и время пациент приходит в наш диспансер, ну и обследуется. А те пациенты, которые вот повторно, допустим, у нас очень много возникает вопросов, они как раз уже сами могут позвонить на телефон регистратора наш и записаться в любое для них удобное время. Независимо от района проживания? Независимо от района проживания. Могу напомнить телефон нашей регистратуры 507-666. Телефон работает, пожалуйста, звоните. Ну а если возникают вопросы, то на горячую линию 705-379, телефон горячей линии круглосуточный. Вот часто возникают и в WhatsApp, и везде информация о том, что у нас высокая статистика по онкологии. Особенно выделяют Вилюйскую группу районов. Так это или нет? Ну, на сегодняшний день, да, это заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований, это глобальная проблема. Ну, если взять Российскую Федерацию, то ежегодно 600 тысяч новых случаев выявляется. У нас в республике где-то примерно 2500 случаев, новых случаев. Но на сегодняшний день не проблема заболеваемости, а проблема смертности. Потому что у нас в нашей республике, если взять показатели по заболеваемости, по смертности по сравнению в Российской Федерации и Дальневосточном федеральном округе, то мы находимся в средней позиции. Наша основная проблема – это проблема выявления рака при запущенных стадиях. Да, это наша проблема нашего региона, да. Поэтому, конечно, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться
врачам первичного звена, поликлиник. Есть понятие такое онкологическая настороженность, в которой у каждого врача была вот эта настороженность, и немаловажную роль играет само население, сам человек, он должен заботиться о своем здоровье. Что это такое заботиться о своем здоровье? Это значит ежегодно пройти профилактические осмотры. Если какие-то проблемы, скажем, хроническое заболевание долго не проходит, обязательно надо на предмет онкологии обследоваться. Сейчас появились очень хорошие методики диагностики, опухолевые маркеры. Но, в принципе, если на сегодняшний день у нас в республике полностью можно обследоваться на онкологическую патологию. То есть, получается, у нас, если взять ранирование, то нет такого определенного улуса, где заболеваемость выше, ниже. В целом, везде средний показатель, как в целом по Якутии. Я вот сказала это вот общем по республике. Если по районам взять, конечно, заболеваемость и смертность выше, чем в северных районах. А в Вилюйской группе районов, они находятся тоже в средней позиции. Вот проблема, да, это запущенность. А если сравнивать нашу вот республику, да, со страной в целом, или хотя бы вот Дальневосточный округ, вот мы на какой позиции находимся? Мы находимся в средней позиции, дальневосточном. В дальневосточном регионе самая высокая заболеваемость это в Чукотской области, Магаданский, Хабаровск. А мы даже ниже, чуть ниже, чем средние показатели. Спасибо вам большое, дорогие гости, за то, что сегодня подошли, рассказали и поделились радостной новостью с нашими телезрителями. Хочется, чтобы каждый заботился о своем здоровье и чтобы наши коллеги-врачи обращали внимание на онкологию и были онконасторожены.